Инна после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, Иван да Марья и ромашка. Когда не можется, Киприй, то есть Копорский или Иван-чай, по нужде за недостатком лучшего. И потому, об этом мы еще поговорим, о Копорском чае, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чая, что и было исполнено. Значит, дальше там описывается день этого героя, и тоже довольно любопытно, кстати, с кулинарной такой точки зрения, что он там употребляет в пищу в процессе дня. Но, среди прочего, говорится, что после обеда то он напился-таки липового цвету, но как раз со свежими сотами, да, значит, со свежим медом. Значит, здесь очень хорошо видно, что люди знали, в каком случае что пить. Да? И для них здесь большой выбор, и действительно надо было пораскинуть мозгами, и Ванька так очень резонно, надо сказать, ему посоветовал. Вот, значит, напились они с утра настоящего китайского чая. Но я не буду останавливаться на вот этих травяных настоях других, да, потому что действительно они в большей степени являются лекарством. А вот что касается копорского чая, то действительно копорский чай был довольно широко распространен. Это Иван-чай, да, всем нам известное растение, которое, или кипрей, как его еще называют, которое по вкусу